Уважаемые жители Республики Коми, добрый день! На сегодня, на 24 апреля, в республике лабораторно подтверждено 553 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 11 человек, и под медицинским наблюдением находится 4254 человека. Сегодня я провел в режиме ВКС совещание с 7 лечебными учреждениями, с главными врачами, с их заместителями, с старшими медсестрами, с зав.отделениями. Это именно те 7 лечебных учреждений республики, которые участвуют уже, либо будут принимать ковидных больных. Встреча была очень нужная, важная. Во-первых, главные врачи и их заместители рассказали о готовности. Хочу сказать, что готовность очень высокая, либо 100%, либо это близко к 100%. 28-го у нас дата отчета перед президентом по готовности всех наших отделений, всех больниц по приему ковидных больных. И при этом обсудили очень много вопросов организационных. Договорились, безусловно, о тех чрезвычайных ситуациях и о их реагировании и решении, которые могут возникать. Отработали еще раз алгоритмы решения чрезвычайных ситуаций и договорились, что через неделю я точно так же в режиме ВКС, уже после того, как все клиники, все больницы будут в полной готовности, еще раз проведу такой ВКС, и до окончания эпидемического периода так и будем и с шагом в неделю с коллегами общаться и смотреть, как будет развиваться ситуация. Считаю, что вот самое главное, что еще раз ответил на все вопросы по заработной плате, по тем указам президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по тем республиканским указам, по надбавкам, все объяснили, обсудили. Принципиальная позиция. У нас сейчас законодательство федеральное регулирует оплату или доплату только тем, кто непосредственно работает с ковидными больными. При этом у нас очень много пограничных служб, например, отделение рентгеновское или отделение компьютерной томографии. Ведь они напрямую вроде как не работают с ковидным пациентом. Но как исключить? Больной, который пришел с подозрением на ковид, и потом у него ковид подтвердили, он в этот момент же уже был заражен. И поэтому, конечно, я коллегам сказал, что моя принципиальная позиция: мы будем оплачивать из республиканского бюджета всем, кто имеет отношение. И неважно, это врач, медсестра, или это санитарочка, или это водитель скорой помощи, или машина амбулаторной службы, которая везет на вызов ковидному больному, на обслуживание ковидного больного врача и медсестру. Все, кто имеет отношение, все будут получать республиканскую надбавку. А по федеральной обратился в Минздрав России федеральный с тем, чтобы этот вопрос тоже был рассмотрен вот в таком же ключе. Но, наверное, не менее важная сегодня была встреча с депутатами Госсовета, с президиумом Госсовета, если быть точным, потому что очень нужно было пообщаться с депутатами, поскольку у нас из-за режима повышенной готовности встал под вопрос, проводить или нет сессию внеочередную Госсовета. Сессия была назначена на 29 апреля. Вы знаете, что режим повышенной готовности до 30 включительно. Обсудили все и договорились о следующем, что, конечно, вопросы, в первую очередь экономические вопросы, вопросы решения малого бизнеса, вопросы льготного налогообложения, вопросы малоимущим, вопросы, как я вам уже говорил, требующие немедленного решения по поддержке малого и среднего бизнеса. Договорились, что не будем ждать снятия режима повышенной готовности и все-таки проведем 29 или 28, это уже решат депутаты, решат на своем совещании по организационным, но проведем до 30 апреля. Конечно же, понятно, что мы немножко тут нарушаем, и
в режим повышенной готовности нельзя проводить большие вот такие мероприятия, совещания, но с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и требований все-таки эту сессию в интересах вас, жителей республики, проведем. Я продолжаю встречаться с руководителями крупного бизнеса республики. Вчера у меня состоялось 2 таких встречи. Первая встреча с генеральным директором Транснефть-Север Рустемом Рилевичем Исламовым. И вторая встреча состоялась с гендиректором Лукойл Ухта нефтепереработка Алексеем Юрьевичем Ивановым. Надо сказать сразу, что на обоих встречах поднимались вопросы сохранения, в первую очередь, рабочих мест. Это крайне важно, потому что в период будущего и уже сегодняшнего экономического спада я попросил руководителей ни в коем случае не допускать сокращения рабочих мест, в чем они мне твердо пообещали. И второе, мы обсудили вопросы развития сотрудничества между правительством республики и компаниями и договорились, что у нас абсолютно выверенные позиции на поддержание всех социальных программ, несмотря на то, что компаниям тоже непросто и их экономика тоже страдает. И еще один вопрос, который я вам вчера обещал, злободневный вопрос об весенней охоте. Здесь надо сказать, что у нас дебаты шли вчера до 10 вечера, до 22 часов мы с коллегами искали решение. Сегодня утром я указ подписал по весенней охоте, но с обязательным ограничением, которое и вы вот в виде обращения об этом говорили. Первое. И вы здесь должны мне помочь, и не подвести меня, и руководители охотхозяйств, и руководители охотобществ, и просто рядовые охотники, в чем не подвести и в чем поддержать. Я подписал указ на грани фола, потому что основная история, по которой мы сомневались, это не история запретить или не запретить охоту, а в том, что приедет много людей, и в числе них приедут люди, могут быть зараженные коронавирусом. И еще дополнительно нам на территорию принесут заразу. Поэтому указ гласит, что только жители республики Коми. Поэтому прошу вас, не приглашайте, пожалуйста, друзей, не приглашайте родных, у кого нет регистрации в республике Коми, потому что для них это будет нарушением. И еще одно. По заключению ученых, занимающихся воспроизводством дичи, в этом году будет охота только на водоплавающую птицу, потому что боровая дичь в последние годы очень сильно снизилась ее популяция, и в этом году ученые рекомендовали на боровую дичь охоту запретить. Поэтому в этом году весенняя охота, всех вас поздравляю с этим, на водоплавающую, желаю ни пуха, ни пера. На сегодня все, всего вам доброго, берегите себя, не заражайте. Соблюдайте режим самоизоляции. Всего доброго. До завтра.